Без труда жизнь человека немыслима. Благодаря труду мы изменяем свою жизнь к лучшему, развиваем способности, получаем новые знания. Труд в каждой семье – это основа благополучия. Существует множество профессий и занятий, но для каждого из нас важнее всего то дело, которое мы любим, которое нас кормит, приносит пользу нам и другим. А когда профессия передается от отца к сыну или от старшей сестры к сестре, тогда семья живет одним общим трудом и может гордо называть себя династией. Общий стаж нашей династии, это что с веков идет она, это с дедушки, который строителем Турксиба был. В 1931 году, когда Турксиб начал строить по Казахстану, говорит, он участник был строительства. Также от него были 12 детей, из них 10 детей. Это совместно моим отцом, тоже дядям, все были железнодорожники. Общей сложности где-то на следующий год, в 2022 году, это будет где-то 711 лет должно быть. Но думаю, в дальнейшем, думаю, и внуков привлекать к железной дороге. Ведь это же наш праправнук наших дедов. В традициях трудовых династий можно проследить крепкую семейную идею. Одни посвящают свою жизнь медицине, другие – строительству и производству, а кто-то видит свое предназначение в призвании «учитель». Я родилась в династии учителей. С выбором профессии у меня не возникло никаких вопросов. Мы даже не рассматривали другие профессии. Преподавание у нас в крови. Мой дедушка и бабушка, мама и папа все работали учителями. В нашей семье самые важные праздники – это 1 сентября и 25 мая. В нашей стране развито много профессий, и каждая уникальна по-своему. Можно стать врачом, инженером, экономистом, продавцом, адвокатом или строителем, приложив к этому способности, а главное – желание. Счастливый человек тот, который утром с удовольствием идет на работу, а вечером с радостью возвращается домой. Трудитесь, растите профессионально и никогда не останавливайтесь перед трудностями. Общими усилиями и трудом мы построим благополучный и процветающий Казахстан. Прививайте своим детям любовь и уважение к труду с детства. И пусть ваш труд всегда приносит вам радость и уважение, достаток и благополучие.